Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутия-24. Подведем сейчас итоги дня. Смотрите сегодня. Обмеление против навигации. На участках реки Лены трудная судоходная обстановка. Есть угроза сесть на мель, суда ходят с неполной загрузкой. Подробнее о ситуации. Зима не за горами. По республике идет подготовка к отопительному сезону. Как идут дела в Жатае и Алдане? Малышок на 200 мест. В Якутске открыли новый детский сад. Каковы преимущества современного учреждения? Лучшие товары Якутии. В столице прошло заседание конкурсной комиссии престижного республиканского конкурса. Кто вошел в двадцатку лучших? Дата для тех, кто создает и смотрит. Сегодня в России отмечается День российского кино. Как развивается индустрия в республике? Количество отравившихся в ресторанах Якутска «София», «Белые ночи», «Пхеньян», «Гван» и «Стелла» увеличилось до 45 человек, из которых 30 госпитализированы в инфекционные учреждения республики. Остальные лечатся амбулаторно. У всех этих пострадавших одинаковые симптомы. Врачи диагностируют сальмонеллез. Управление Роспотребнадзора наложило временный запрет на деятельность ООО «Сеул». Пострадавшие намерены подать в суд на предпринимателей за причинение вреда здоровью и взыскать материальный и моральный ущерб. Вызвал скорую, и они сказали, что госпитализируют меня и в инфекционную больницу. И когда приехал сюда на скорой, и анализы сдавал, и после нескольких дней выяснилось, что у меня сальмонеллез. Поиски сбежавшего с пистолетом сотрудника полиции продолжаются. В некоторых СМИ сегодня появились новости о его самоубийстве. Эти данные недостоверны. Это подтвердила пресс-служба управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку. Напомним, что накануне сотрудник транспортной полиции Якутии Айтал Томский сбежал с работы с пистолетом Макарова и 2 магазинами к оружию. Вечером в ряде изданий появились сообщения о том, что Томского нашли мертвым. А сейчас все ответственные ведомства продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Территория 26-го километра Вилюйского тракта в Якутске для полигона непригодна. Местность подвержена процессу заболачивания. Именно по этой причине новый полигон для хранения твердых бытовых отходов в этом месте строить небезопасно для окружающей среды. Существуют риски заражения подземных вод токсичными отходами. К такому выводу пришла Государственная комиссия, проводившая экологическую экспертизу местности будущего полигона. Напомним, строительство нового полигона для сбора и хранения твердых бытовых отходов в Якутске должно было начаться в этом году. Выяснилось, что грунты, которые расположены, будут расположены, сейчас расположены, если полигон расположить, под стилающие, будем говорить, грунты, породы, они для этого малопригодны. Так скажем, не углубляться в специальные вопросы. Так было. И надо принимать другие технические решения. С итогами госэкспертизы связано решение властей Якутии о пересмотре тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в Якутске и Жатае. Соответствующее поручение дал глава республики Айсен Николаев. Сегодня плата в месяц для жильцов, проживающих в многоквартирном доме в Якутске, составляет 131 рубль с человека, в частном домовладении 138 рублей. По данным Госкомцен республики, тариф снизится на 32%. Для потребителей, которые уже заплатили по завышенным тарифам, будет произведен перерасчет. В течение последующих 3 месяцев они будут получать услугу бесплатно. По словам Айсена Николаева, к принятию данного решения привело ненадлежащее исполнение обязательств компании «Якутск Экосети», которая обслуживает центральную зону региона. Становится очевидным, что полигон на 26-м километре, новый полигон, не будет построен в этом году.
В тарифах мы залаживали возврат кредитных средств на строительство этого полигона. Кредит в этом году не получен, строительство не началось. Поэтому принято решение о том, чтобы мы снизили тариф, и при этом этот тариф будет снижен с даты его принятия с 1 января 2019 года. Таким образом, всем потребителям должен будет сделан перерасчет. Перерасчет означает, что тогда мы за август, сентябрь, октябрь платить не будем. В ноябре там чуть пониженный тариф заплатим, и в декабре уже по новому тарифу. Отопительный сезон уже стартовал в северных районах республики. До 30 августа тепло в дома планируют подать в 4 улусах. Еще в 6 районах сезон уже начался. А в центральной части республики подготовка к зиме все еще продолжается. На финишной прямой Якутск и Жатай. Наша съемочная группа побывала в Жатае и узнала, какие работы сейчас проводят на объектах теплоснабжения. Последнее приготовление к отопительному сезону. Работники котельной один за другим проверяют каждый механизм, запускают пробно котлы. Пока в холостую, без газа и воды. Начальник объекта Марат Галиулин показывает котел, который в этом году капитально отремонтировали. Переложили кладку, осталось утеплить. Часть обмуровки внутренней кирпичная, она была заменена. Так, сейчас предстоит нам его собрать. И в течение отопительного сезона мы отслеживаем работу котлов, наружную, перегревы, все тепловизором. И как бы уже зимой уже смотрится, ремонт котла стоит, не стоит, производить вскрытие обмуровки и вот эти вот работы производить. А ответственность в этом году выше обычного. Нагрузка на котельную возрастет почти в 2 раза. В пиковый период в январе нагружено всего лишь максимум 42-43%. Поэтому нами было принято еще 4 года назад решение. Вторую котельную, у нас есть еще вторая котельная, которая нагружена также не полностью. И к тому же оборудование там уже достаточно изношено. Нужно переключить объекты второй котельной на первую котельную. Вот программа была разработана на 4 года, в этом году она заканчивается. Это последний кусок трассы длиной 420 метров, который соединит энергосети между второй и первой котельными. И тогда осенью уже полностью все дома городского округа Жатай перейдут на отопление от котельной номер 1. Прямо сейчас проходят уже финальные работы этой изоляции. После этого можно будет считать, что результат 4-летнего инвестиционного проекта прошел успешно. Умные дома тоже готовы к запуску тепла. Здесь все оборудование расположено на крышах зданий. Полностью автоматизировано. Стоит лишь нажать на кнопку, чтобы тепло пришло в квартиры. Так же, как и в обычных котельных, за лето успевают обслужить котлы, тепловые узлы, вентиляцию. С одной лишь разницей. Система отопления закрытого типа, внутренняя система дома, работает через теплообменник, поэтому она менее подвержена загрязнениям. Трубы отопления гораздо дольше сохраняются. Не идет там процессы коррозии, все это в меньшей степени сказывается. Таким образом, процесс подготовки проходит быстрее и проще. В целом Жатай готов к сезону на сегодняшний день на 85%. Подготовка отопительного сезона у нас начинается весной. Да, и весной мы запланировали перечень мероприятий, которые должны быть реализованы в Жатае в течение летнего периода, весеннего периода. Основная работа, которая у нас проводится, это подготовка жилого фонда, подготовка котельных, сетей тепловодоснабжения и отопления. Стоит отметить, что паспорт готовности, который свидетельствует о соответствии муниципалитета всем требованиям Ростехнадзора, Жатая одним из немногих в республике получает в срок. В руководстве надеются, что и на этот раз все пройдет успешно. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Жатай. К отопительному сезону готова основная теплоснабжающая организация Алданского района «Теплоэнергосервис». Наш корреспондент Руслан Павлов подробнее о том, когда тепло начнет поступать в дома. С 6 сентября стартует отопительный сезон в Алданском районе. Первыми теплые отношения коммунальщиков ощутят потребители города Алдана, затем Томот, Куранах и маленькие населенные пункты. С 6 числа запускаем Алдан и следом оставшиеся населенные пункты. Финансовая и инвестиционная части нынешней ремонтной кампании для теплоэнергосервиса составили более 150 миллионов рублей. Особое внимание этим летом было уделено замене теплосетей. Ряд котельных подверглись капитальной ревизии. В целом ремонтная кампания в графике, подготовка продолжается. Продолжается работа по подготовке к отопительному периоду, по котельным, по тепловым сетям. На данный момент, закончили уже окончательно промывку тепловых сетей. Остается нам немножко, по котельному оборудованию и
на контроле ремонт второго котла центральной котельной. Значит, все работы ведутся по графику, срывов не будет. Претензий к теплоэнергосервису нет и у глав поселений. Согласно их данных, ТЭС, равно как и другие крупные поставщики, к наступлению зимы готовы. От администрации могу смело заявить, что процентов на 85, то есть основные поставщики подготовили котельные, тепловые сети. То есть к отопительному сезону войдут со 100% готовностью и, соответственно, получат паспорта готовности. По прогнозам самих коммунальщиков, отопительный сезон, который стартует через 10 дней, должен пройти эффективнее предыдущего. Потенциальные риски оценены и проанализированы, резерв оборудования имеется, осталось вовремя открыть тепловые задвижки. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. На большей части реки Лены сохраняется трудная судоходная обстановка. Корабли вынуждены идти с половиной загрузки, чтобы не сесть на мель. Это влияет на выполнение плановых показателей по завозу грузов по республике. Как обмеление отразилось на навигации в Ленске, расскажет мой коллега Сергей Евсюков. Плановые показатели завоза грузов под угрозой. Пока ситуация в Ленске не выглядит критичной, но августовский рейд показал, что этот месяц по разным причинам стал наиболее напряженным в ходе всей нынешней навигации. Главная проблема – мелководье в верховьях реки. На сегодняшний день, если что, рассматривать, значит, верхний участок реки Сучкута, значит, до Ленска, значит, на два лимитирующих переката, это Борисовский и Мельничный на 155 сантиметров, выходная, значит, насадка 135 дают. Загрузка в зависимости от типа судна 70-50%. На судоходную обстановку повлияли и другие факторы, которые также определили скорость движения судов, доставки и обработки грузов. Буквально вчера в порту пришвартовалось судно с грузом клинкера из Максоголоха. Это нижний участок реки, входящий в сферу деятельности Ленского речного порта. В этом направлении особых препятствий для движения судов по реке нет. Есть сложные перекаты, где воды нету, а так в основном нормально, везде вода есть, судоходная обстановка. Сейчас пора туманов началась, что в туманах в основном приходится стоять. Туман это они же недолго, а пожары бывают. Но сейчас опять же кончились уже, дождем почти все потушило. Спасут ли ситуацию дожди, покажет время. По заявлению речников сейчас наблюдается незначительный подъем воды. Хотя под нижней причальной стенкой даже видно дно реки. О том, насколько низко упала вода в районе города, свидетельствует вот эта открывшаяся песчаная отмель. В Ленске ее называют Кубой. Она открывается практически каждую навигацию, но нынешние ее размеры превзошли все предыдущие. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. В Нерингринском районе на территории товарищества «Детки» на 2 из 3 площадок провели электроснабжение, но так же, как и в прошлом году, остается проблема подъездных дорог. Подробнее Александра Цыбикова. Председатель участка СОД «Детки» Николай Семенович уверяет, что не раз обращался в администрацию района с письмами, в которых указывал об имеющихся проблемах. В ответ на его письма Нерингринская администрация в лице первого заместителя главы района обозначила более приоритетные цели на использование муниципального бюджета. Это запланированные работы в отношении садово-огороднических товариществ, которых в общем количестве 18. Мы сейчас не можем нигде, ни в дорожнике, ни на разрезе, нигде не можем взять грейдер хотя бы. Мы завезли там часть, конечно, прокопали кюветы и все такое, это все своими силами. Вот. Но надо грейдера. На сегодняшний день на данном участке проживает более 80 нюрингринцев. И большая часть из них – это пенсионеры, работающие и работавшие на разрезах холдинговой компании «Якутуголь». Поэтому дачники обратились в компанию с просьбой выделить грейдер. Нет, не так затратно, но ссылаются, что нет машинистов, или водителей грейдеров, ссылаются на то, что или вообще сейчас, раньше, допустим, на том же разрезе выходило где-то 5-7 грейдеров, то сейчас где-то 1-2 там. Таким образом, дачникам садово-огороднического товарищества «Детки» пока остается рассчитывать только на свои силы. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерингри. Сейчас короткая пауза, вернемся через 30 секунд. Смотрите во второй части программы.
Малышок на 200 мест. В столице открыли новый детский сад. Каковы преимущества современного здания? Лучшие товары Якутии. В столице прошло заседание конкурсной комиссии престижного конкурса «Кто вошел в двадцатку лучших». Дата для тех, кто создает и смотрит. Сегодня в стране отмечается День российского кино. Как развивается индустрия в Якутии? Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Корабль «Союз МС-14», на борту которого первый российский человекоподобный робот «Федор» успешно пристыковался к Международной космической станции. Это вторая и удачная попытка. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. Разработка «Федора» началась в 2014 году по заказу МЧС в рамках проекта «Спасатель». К 2016 году, когда проект был окончательно разработан, в спасательной службе ему места не нашлось, и тогда его решили отправить в космос. Первую в истории Якутии серебряную медаль мира на чемпионате WorldSkills в Казани завоевал студент Северо-Восточного федерального университета Александр Тайшин. Сегодня состоится церемония закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Это будет в Казани. А в Якутии будет уже глубокая ночь к этому времени. Как ожидается, в церемонии примет участие президент страны Владимир Путин. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству стартовал 5 дней назад. Участие приняли порядка 1300 молодых профессионалов из 63 стран мира. Напомним, Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В Якутске открыли новый детский сад. «Малышок» рассчитан на 200 мест. Построили объект по программе государственно-частного партнерства за 2 года. Новое здание площадью в 3000 квадратных метров отвечает всем современным требованиям. Оно ориентировано на оздоровление детей, поэтому там будет 3 санаторные группы для детей с круглосуточным пребыванием. Также имеются физкультурные и музыкальные залы, бассейн, театральная, кукольная, изобразительная студии, сенсорные кабинеты, кабинеты психолога, также логопеда. Уверен, что такие детские сады должны стать нормой и для Якутска, и в целом для нашей республики. Уверен, что таких объектов будет больше и больше для наших детей. И, конечно же, я считаю, что мы с городом Якутском обязательно должны реализовать проекты по строительству здесь в 17-м квартале нового современного жилья, нового квартала. И так и задумывалось, что вот эти социальные объекты у нас должны появиться до того, как здесь уже будет построено жилье. В Якутске прошло заседание конкурсной комиссии республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии». Из 95 заявок выбрали тех, кто будет представлять нашу республику в финале конкурса лучших товаров России. Кто вошел в двадцатку, расскажет Ольга Башук. Качество, цена, региональная специфика и даже наукоемкость – здесь все имеет значение для экспертов и членов конкурсной комиссии. Они лично продегустировали представленную продукцию и даже поиграли в якутские национальные игры. Сегодня комиссия подвела итоги, провела работу, в том числе с дегустацией, документарной проверкой. Проработали эксперты и выявили фаворитов и лучших производителей, которые представили по-настоящему качественную и конкурентоспособную продукцию. По итогам работы комиссии выявлены 20 товаров, которые направятся на федеральный этап конкурса. И будем надеяться, хотя бы один из них попадет в золотую сотню России. В эту золотую сотню могут попасть бренды Якутии, которых отобрали по 3 номинациям. Это продовольственные и промышленные товары, а также услуги. Лучшими товарами стали напитки, хлебобулочные изделия местного производства и, конечно же, изделия с национальным колоритом, посуда и ювелирные украшения. А изюминкой конкурса стал бриллиант в огранке «Пылающий лед» стоимостью порядка 3 миллионов рублей. Настолько прозрачный и сияющий, что действительно олицетворяет морозы нашего региона. Очень большие шансы, конечно. Я возлагаю надежду на именно наш бриллиант. Это всемирно известная огранка «Пылающий лед». Также очень интересны вот эти игрушки. Ну и, как правило, наша продукция всегда отличалась натуральностью, качеством. Ну, конечно, с упаковкой нам еще стоит поработать.
Но тем не менее, с каждым годом тенденция есть, наблюдается, что продукция с каждым годом улучшается, качество повышается. В этом году среди заявленных участников появилась и новая перспективная продукция. Конкуренцию известному дошираку может составить лапша быстрого приготовления местного производства. В 20 лучших не вошла, но вызвала интерес у всех присутствующих. В этом году у нас был один предприниматель, Комус, который представил якутский тюрген лапса, то есть аналог доширака. Это был один из таких оригинальных конкурсантов этого года. В прошлом году в «Золотую сотню» попали чипсы из оленины якутского производителя. В этом же году результаты всероссийского этапа будут известны в День качества, 8 ноября. Ольга Башук, Семен Семенов, Якутск. Сегодня в России отмечается День российского кино. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто создает, показывает и просто любит российские фильмы. Кино в Якутии всегда имело большую популярность, но якутяне любят не только посещать кинотеатры. В последнее время о якутской кинематографии заговорили далеко за пределами страны. В прямом эфире сейчас передаю слово коллеге Ульяне Шагиной. У нее подробный обзор на эту тему. Здравствуйте, Влад. Профессий много, но прекраснее всех кино. Эта строчка из песни давно стала девизом кинематографистов. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто создает, показывает и просто любит российские фильмы. В Якутии регулярные киносеансы стали осуществляться с 1912 года. Якутяне всегда посещали кинотеатры и в советские времена, и сейчас этот вид досуга является одним из излюбленных. Фильмы-то в советские времена выпускались очень, как сказать, ответственно выпускались фильмы. Требования были высокие. Даже здесь, вот как я редактор, я должна была приглашать на первый просмотр представителей обкома партии, а потом горкома партии, а потом уже городские власти смотрели, кинотеатры дорогие эти. А кинотеатров тоже было много у нас. И вот это после каждого просмотра шел отсев, как бы, вот, их мнение выражали. Вот это надо убрать, вот это вот надо убрать, вот это все, как говорится, доводили до такого состояния, что нужно вот показывать, выносить на зрителя. В Якутии началом зарождения киностудии можно считать апрель 1990 года, а первым игровым фильмом, созданным якутским кинорежиссером на национальном материале и участии якутских актеров, стал фильм «Маппа» Алексея Романова. Сейчас уже якутский кинематограф вообще по России, он как бы, скажем, один из лидеров. Мы только отстаем от Москвы и от Санкт-Петербурга. Культурный досуг, отдых, выходные дни. Как бы очень народ ходит в кино, любят кино, и как бы учится кино. В последние годы снимается порядка 10 полнометражных фильмов самого разного жанра. Улучшается и качество производства. Список самых кассовых картин за последние годы возглавили такие фильмы, как «Агент Мамба», «Республика Z», «Мои белые ночи» и «Царь-птица». Якутские фильмы я только смотрю. А что именно привлекает? Это наше родное, конечно, наша традиция там показывает. Там. Разные, и российские, и иностранные, больше всего комедии. Мне понравятся, наверное, фильмы. Если трейлер хороший, наверное, иногда фантастику смотрим, иногда комедии русские, вообще, что подойдет. Театр часто посещали? Да. А какие фильмы больше любишь? Международные, какие-то российские, советские, может быть? Нет. Иностранные нравятся больше? Там боевик или ужасы? Якутские фильмы нравятся. Мы почти все фильмы смотрели. А что именно нравится? Именно что? Все. То, что они на якутском, то, что вот наши актеры очень хорошо играют. По итогам прошлого года общий прокат фильмов в якутских кинотеатрах составил порядка $500 миллиарда рублей. По всей Якутии работают 48 кинотеатров. В год их посещают порядка 1,5 миллиона человек. Из них 12 открыты Якутской республиканской киносетью по федеральной программе Фонда кино. В этом году по этой же программе на открытие кинозала выделено 20 миллионов рублей. Влад. Спасибо, это была Ульяна Шагина с обзором Дня российского кино.
Таковы итоги уходящего дня. Репортеры Якутии 24 следят за развитием событий. Хорошего вам дня и до встречи.